Последний день второго потока подходит к концу, но у ребят есть еще время заняться своими любимыми делами. Хава Аздоева в лагере не впервые. Скучать ей и другим ребятам здесь не дают. Каждый день расписан по минутам. Мы пошли в поход, а там было очень красиво, речка была, горы красивые, ходили везде, видели там башни, там были скелеты. Было красиво, природа красивая. А что нового ты для себя узнала в этом походе? Башни отличаются от теперешних зданий. Я не могу поверить, как башню строили люди. В детском лагере Арамхи отдыхают дети из разных городов и сел республики. Сейчас здесь 80 юных постояльцев. За 21 день, а именно столько длится смена, ребята успели подправить здоровье на свежем горном воздухе, завести новых друзей и просто хорошо провести летние каникулы, не думая об уроках и домашних заданиях. К слову, о безопасности здоровья в период коронавирусной инфекции тоже позаботились. Везде мы проводим тщательную уборку, чтобы наши дети всегда были здоровыми, чтобы они здоровыми уехали домой, чтобы у них было много интересных впечатлений. У нас вожатые уже вакцинированы, да, они в скором времени получат сертификаты. У нас болеющих нет, все наши здоровые, в том числе в этом свежем воздухе нельзя болеть. 80 дружелюбных, задорных и, конечно, веселых. Летний лагерь – самое подходящее место для отдыха детей. Здесь под открытым небом одни танцуют лезгинку, а другие в домике у дерева соревнуются в интеллектуальных играх или рисуют. Это мозаика. Надо на вот этой круглой штуке, доске, вот такие штучки, совывать дырки и делать вот такие рисунки. А какие рисунки ты чаще всего делаешь? Ну, разные узоры, всякие цветные. Иногда с картинок делаю. Пока одни собирают пазлы и рисуют, мальчики играют в волейбол и футбол. Оно и оправдано в жаркую погоду, дети тянутся на улицу. Здесь на поле разворачиваются серьезные соревнования. Юные спортсмены на протяжении всего потока доказывали свое превосходство. Кто-то умело передает пасы, а кто-то забивает мячи. Кстати, помимо реального футбола, здесь есть и виртуальный PlayStation. В него дети играют охотно, а кто-то и вовсе поражает своими навыками в процессе съемки. Забывали ложь, вахсуант, один счет тоже. Анс 2-1. Ты забил? Да. Вдоволь наигравшись и нагуляв аппетит, дети могут подкрепиться вкусными блюдами в столовой. Для воспитанников в лагере предусмотрено пятиразовое питание – завтрак, обед, ужин, а также 2 полдника. Голодным никто не останется. Еда бывает очень вкусной, и мы кушаем разную еду. Например, мы кушаем гречку с рыбой или гречку с курицей. Бывают еще борщи, супы, бывают тефтельки и все такое. Тут очень круто, бывают разные игры и бывают дискотеки. Короче говоря, тут очень круто. Кстати, помимо школьников, сборы перед состязаниями здесь проходят и сунжинские дзюдоисты. Свежий воздух и горная местность – то, что нужно, признается Алисхан Богатырев. Тем более, если это хорошо закаляет дыхательную систему. Отличная возможность совместить приятное с полезным. Наши сборы проходят хорошо, мы тренируемся день 3 раза. Утром встаем на растяжку, днем на качку и вечером работаем с кимоно. Несмотря на то, что это последний день в лагере, а через месяц вновь начнутся школьные занятия, ребята с нетерпением ждут выступления именитого дзюдоиста, победителя и призера многочисленных турниров Мусыма Гушкова, который представляет Россию на Олимпиаде в Токио. Хава Гагиева, Исмаил Муцольгов, Новости 24.